образования приветствует профессиональное сообщество. Мы приглашаем вас принять участие в мастер-классе, который посвящен функционированию уникального портала «Единая система электронного обучения Республики Коми». Наша профессиональная команда стала научно-методическим координатором республиканского проекта «Цифровая образовательная среда». Именно институт разработал портал «Единая система электронного обучения», который направлен на создание единого профессионального и образовательного пространства на основе современных информационных технологий. И, конечно, основная наша цель направлена на повышение качества образования, а также для создания единого пространства для профессионального развития наших педагогов. И не только педагогов, различных категорий граждан нашей республики. Задачами портала являются повышение качества образования путем внедрения новых форм обучения, интеграция их с другими формами обучения, предоставление качественных образовательных услуг различным категориям населения, увеличение контингента обучающихся за счет возможности получения качественного образования, включая всех обучающихся, которые находятся на территории нашей республики. Нам очень важно, что мы осуществляем через портал доставку образовательного контента обучающимся и педагогическим работникам нашей республики. Уважаемые коллеги, целевой аудиторией нашего портала являются все образовательные организации нашей республики. Обращаю внимание, что на портале действует система адресных целевых разделов. Итак, обращаем внимание. Начнем с раздела обучения граждан. Уважаемые коллеги, в течение последних 2 лет были разработаны открытые онлайн-курсы совместно с органами исполнительной власти нашей республики. Также на портале размещаются профессиональные вебинары, которые направлены на повышение профессиональных компетенций наших педагогов. Уважаемые коллеги, очень важно, что все вебинары, все открытые курсы, они находятся в открытом доступе и позволяют на основе современных технологий, а именно сторителлинга, геймификации, обучать педагогов в системе непрерывного профессионального образования. Очень важно, уважаемые коллеги, что такая же система функционирует и для граждан нашей республики. Мы создали уникальные онлайн-курсы. Первая – помощь, противодействие коррупции и другие. Уважаемые коллеги, очень важно, что также на портале размещены материалы для подготовки наших обучающихся к олимпиадному движению. Внимание обращаю на этот раздел. И, конечно же, Академия юных талантов, которая сегодня является структурой, которая функционирует в рамках проекта «Успех каждого ребенка». Поэтому, уважаемые коллеги, наш портал – это интеграционная модель, которая через единый вход, независимо от места проживания наших обучающихся, наших педагогов, любого гражданина нашей республики, позволяет включиться в систему непрерывного образования. А теперь, уважаемые коллеги, давайте обратим внимание на разделы, которые направлены на профессиональное развитие наших педагогов. В этом разделе размещены курсы по предметам, уважаемые коллеги, размещены все материалы, которые сегодня в контексте электронного обучения готовят наши педагоги и реализуют в образовательном пространстве, а также, уважаемые коллеги,
Для нас это очень важно, как для Института развития образования размещены курсы повышения квалификации. Уважаемые коллеги, нам очень важно, что целевая аудитория нашего портала, она сегодня насчитывает уже более 20 тысяч посетителей. Нам очень важно, что каждый год мы наращиваем содержательные линии, которые позволяют делать наш портал инновационным, которые позволяют сегодня использовать все современные технологии создания электронных курсов и, конечно, реализация единой системы электронного обучения. Мы продолжаем наш мастер-класс по использованию ресурсов платформы «Единая система электронного обучения». И сейчас мы с вами будем участвовать в мастер-классе с позиции ученика, с позиции слушателя, с позиции пользователя платформы. Для начала нам необходимо на платформе пройти регистрацию. В правом верхнем углу есть кнопочка с названием «Вход». Поскольку вы в первый раз на нашем сайте, то вам необходимо создать учетную запись. Для того, чтобы создать учетную запись, вы должны для себя придумать логин и пароль, с которым вы будете заходить на платформу. Так, я для себя придумала логин, придумала пароль. Обязательно нужно указать действующий адрес электронной почты, потому что на этот адрес вам придет подтверждение о регистрации. Без этого подтверждения вы не сможете работать на платформе. Еще раз нужно адрес электронной почты подтвердить. То есть они должны совпадать. И далее вы заполняете информацию о себе. Здесь можно уже на русском языке записать. При первой регистрации на платформе необходимо указать фамилию и имя. Далее, потом, когда вы будете регистрироваться уже в качестве учителя, кто будет создавать курсы на платформе, нужно будет ввести дополнительно еще и отчество. Указывайте муниципальное образование, страну, населенный пункт, сферу занятости, место работы, учебы. Мы указали свои данные и нажимаем кнопочку «Сохранить». После регистрации вы можете зайти на платформу со своей учетной записью. Логин и пароль указать, которые вы записали на регистрации. Так, я ввожу свой логин и свой пароль. Нажимаем кнопочку «Вход», и мы с вами попали на платформу. Давайте запишемся на какой-нибудь из наших открытых онлайн-курсов. Заходим в раздел «Образование граждан», «Открытые онлайн-курсы КРИРО». У нас здесь много различных онлайн-курсов. Вы можете записаться на любой, который вас интересует. Сейчас мы с вами запишемся на курс «Противодействие распространению идеологии терроризма в образовательных организациях». Мы видим рядом с названием курса маленькую красную стрелочку. Это означает, что на курс доступна самостоятельная запись. Щелкнули по названию курса. И внизу будет извещение о самостоятельной записи учащегося и кнопочка «Записаться на курс». Итак, мы с вами попали в наш открытый онлайн-курс «Противодействие распространению идеологии терроризма в образовательных организациях». В наших онлайн-курсах информация структурирована различным образом. В данном курсе вначале представлено введение в курс, видеоролик. В данном курсе мы можем просмотреть его на весь экран.
Далее информация о том, что и как мы будем делать при обучении на курсе. И далее материал размещается по темам. Проблема достаточно актуальная, поэтому мы именно этот курс вам сейчас демонстрируем. Наверняка в ваших субъектах Российской Федерации тоже проводится большая работа по противодействию идеологии терроризма. В первой теме представлены нормативно-правовые основы противодействия идеологии терроризма. Здесь выложены ссылки на различные материалы. Это законы Российской Федерации, это указы президента, это постановления распоряжения правительства, правовые основы антитеррористической политики, официальные издания Национального антитеррористического комитета. Далее, тема вторая, вводная лекция. Идет введение в тему и непосредственно сама лекция. Материалы представлены в различных форматах. В данном случае у нас материалы в формате PDF. А также используются видеолекции. Тема третья. ИГИЛ. Угроза человечеству. Тоже представлены материалы для изучения. Четвертая тема. Виртуальный терроризм. Пятая тема. Очень важная для работников образовательных организаций. Это планирование работы по противодействию идеологии терроризма в образовательной организации. И здесь представлено задание для самостоятельной работы. Это составление плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма. В шестой теме представлена система организации работы с несовершеннолетними, попавшими под воздействие идеологии терроризма и религиозного экстремизма. Тоже много материалов представлено для изучения. И тест для самопроверки. В седьмой теме мы представили методические материалы из опыта работы педагогов Республики Коми. И завершается изучение курса итоговым тестом. Давайте попробуем его открыть. После прохождения теста будет доступен сертификат. Система позволяет настроить элементы таким образом, что для того, чтобы перейти от одной темы к другой, необходимо отметить как выполненные элементы предыдущей темы. Сертификат будет доступен после прохождения теста и после заполнения анкеты слушателя. И также дополнительно представлены еще видеоматериалы и ссылки на картинки из интернет-ресурсов. Аналогичным образом выстроена структура других наших онлайн-курсов. А сейчас, коллеги, мы с вами заглянем в один из курсов для обучающихся. Это курсы по подготовке к олимпиадам от Академии юных талантов. Курсы подготовлены региональным центром выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки Академия юных талантов. Также доступна самостоятельная запись на курсы. Давайте посмотрим, например, олимпиадную физику. Нажимаем «Записаться на курс» и попадаем на курс по олимпиадной физике. Здесь представлены теоретические материалы по темам, презентации, видеоуроки, подготовленные преподавателями регионального центра поддержки одаренных детей. После изучения видеоуроков нам будут доступны тесты и практические задания. Мы нажимаем стрелочку назад и попадаем обратно в наш курс.
Представлены разборы заданий олимпиадных из Всероссийской олимпиады школьников. И по итогам выполнения заданий будет открыт итоговый тест. По итогам тестирования будет доступен сертификат о прохождении обучения на нашем курсе. Это был курс для обучающихся. А сейчас мы посмотрим, как работают наши педагоги. Заходим в раздел «Образование», «Педагогические работники», «Повышение квалификации». И давайте посмотрим адресное повышение квалификации «Русский язык». Эти курсы были созданы в рамках проекта адресного повышения квалификации преподавателей русского языка и преподавателей иных учебных предметов, ведущих обучение на русском языке в российских и иностранных школах. На некоторых курсах у нас доступна также гостевая запись. В данном случае на этих курсах у нас настроена гостевая запись. И если бы вы вошли в систему как гость, то мы бы на эти курсы могли заглянуть, ознакомиться с их материалами, но при этом тестовые задания нам были бы недоступны. В каждом курсе представлен тематический план и необходимые материалы курса. Можно убрать боковую панель навигации, чтобы она нам не мешала. Материалы курса представлены в виде лекций, презентаций, видеолекций и итоговой аттестации в формате тестов. Поскольку мы зашли в гостевом доступе, нам тест пока недоступен. Вот так, уважаемые коллеги, вы можете пройти обучение на единой системе электронного обучения, зарегистрировавшись как обычный слушатель, или для системы это понятие ученик. Далее мы продемонстрируем, как работает на единой системе электронного обучения преподаватель, учитель, создатель курсов. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну а теперь мы попробуем создать наш пробный курс. Я уже зашел в систему под своей учетной записью, и в правом верхнем углу вы видите мою аватарку, фотографию, которую можно вставить в личном кабинете, и мое имя. Заходим в категорию образования, педагогические работники. Ну и будем создавать новый курс, будем создавать как раз пробный курс. Здесь у нас есть тестовая площадка для создания курсов. И в принципе любой пользователь, зарегистрировавшийся на сайте и подав нам заявочку, чтобы мы смогли зарегистрировать вас в качестве учителя, которая находится внизу вот сайта, сейчас видно, подать заявку на роль учителя в тот курс, который вы хотите или создавать, или продолжать его делать. Подаем заявочку, и вот здесь как раз, если выше посмотреть, то выше уже курсы учителей, которые создавались во время тех вебинаров, которые мы проводим практически сейчас еженедельно. И на этой неделе, вот завтра у нас состоится вебинар по созданию курсов в данной системе. То есть учителя тренируются, пробуют сами что-то создавать, добавляют какие-то элементы, ресурсы. И сейчас мы с вами добавим новый курс и добавим в него несколько элементов. У нас на сайте настроен режим геймификации, то есть за создание курса, за прохождение курса пользователь получает определенное количество баллов. Это накопительная система, и вот эти баллы накапливаются как, так сказать, для привлекательности. В конце каждого курса слушатели могут
слушатели могут похвастаться набранными количествами баллов. Итак, мы сейчас находимся, надо нам перейти в режим редактирования, и добавляем новый курс. Ну, назовем его, например, там проба, просто проба. Сокращенное название этого курса то же самое можно оставить таким же. Предполагаю, что, может быть, уже есть. Сокращенное название курса мы используем, вот когда путь показывается в адресной строке к данному курсу, то мы можем увидеть краткое название этих курсов. Остальные настройки мы можем пока пропустить. И в конце нажимаем кнопочку «Сохранить» и «Показать нам этот курс». Итак, курс у нас создан. Теперь мы можем его наполнять. В данном случае мы сейчас перешли в закладочку «Участники», где мы можем добавлять, уже Марина Анатольевна показала, как происходит самозапись на курсы, в том числе преподаватель может записать слушателей или учащихся на свой курс вручную. Вот здесь как раз сейчас страница участников, и записать курс. Если человек зарегистрирован у нас на сайте, то можно, в принципе, набрав фамилию, можно набрать, вот, например, Лешок, и можно найти участников, которых мы хотим записать, либо в качестве учителя, либо в качестве учащихся. Можем записать на наш курс. Значит, несколько вариантов записи на курсы есть. Это самозапись, это гостевой доступ, тогда к некоторым, к тому же сертификату при гостевом доступе не будет доступа у слушателя. Есть возможность, если большое количество слушателей будет или учащихся, как, наверное, при наполнении системы, большое количество учеников может быть, то можно, используя экселевский файл, ввести сразу группой или классом. Учащихся можно вводить группой или классом. Итак, курс у нас создан. По умолчанию создается в нем сразу 3 темы. И мы курс можем настроить таким образом, что у нас либо будет понедельное прохождение курса. Это, наверное, удобнее в высших учебных заведениях, может быть, в среднем профессиональном образовании, либо тематическое прохождение курса, как, например, в школе. Практически все элементы курса, и курса в том числе, которые мы будем создавать, они имеют одинаковый принцип настройки. То есть в каждом элементе присутствует имя ресурса. И если мы хотим вот сейчас поменять темы, мы переходим в режим редактирования. Это кнопочка, которая находится под аватаркой в правом верхнем углу. Появляется карандашик возле каждой темы и появляются дополнительные меню, добавить элемент или курс. И каждую тему мы можем отредактировать, вставив там из вордовского документа, предположим, у нас уже есть заготовка календарно-тематического планирования, и вставлять эти темы можем из календарно-тематического планирования. После этого мы курс можем наполнять ресурсами и элементами, которые есть в системе дистанционного обучения Moodle. Их достаточно много, они достаточно интересные, и если мы какой-то из ресурсов или элементов выбираем, то в правом окошке появляется краткое описание этого ресурса. Например, вот давайте мы сейчас добавим задание. Добавим задание, читаем описание, что представляет из себя задание. Задание также после того, как мы нажимаем кнопочку «Добавить», у нас появляется название этого задания, о чем оно будет. Дальше идет краткое описание или инструкция для наших учащихся, что мы должны сделать в этом задании. И дальнейшие настройки тоже можно будет посмотреть. Возле каждой настройки есть знак вопроса, который кратко говорит о том, что же делать с этой настройкой. В основном настройки, это если мы хотим время ограничить, там с такого-то по такое-то число у нас будет прохождение курса осуществляться. То есть мы можем настраивать эти настройки. Если нет, то в принципе можно пропустить, убрав эти галочки. Задания могут отправляться нам потом в последующем в нескольких вариантах.
либо это ответ в виде текста. Прямо в этой же системе ученики будут писать ответ в виде текста, и преподаватель это увидит. Либо ответ в виде файла, который надо будет прикрепить. Ну, как правило, мы даем шаблон какой-то, а учащиеся его заполняют с ответами и прикрепляют. А может быть и тот, и другой вариант. Это может быть и текстовый вариант, прикрепленный файл, и в том числе ответ ученика. Значит, также мы можем настроить отметку, да, вот отзывы о том, правильно ли сделал, неправильно ли сделал, какие ошибки, может быть, на доработку надо будет отправить. И здесь тоже есть кое-какие настройки, в частности, настройка оценка может быть выставлена, может быть очень важная настройка при создании курсов – это выполнение элементов курса. Может быть, вы заметили, в предыдущих демонстрациях вы видели, что некоторые элементы я отмечал сам галочкой. Так вот, это нежелательно делать, потому что студенты должны хотя бы, или учащиеся должны зайти и прочитать хотя бы содержимое того или иного курса. А лучше, конечно, если каждый элемент курса будет у нас оцениваться какой-то оценкой. Вот. И после этого мы сохраняем наш элемент, который мы сделали, в частности, это было задание. Задание дается ученику, ученик на это задание отвечает, и уже преподаватель видит, кто ответил, может оценить его, если было настроено, что оценка будет вручную. Вот такой в данном случае элемент, тот, что видит преподаватель, и если бы были бы оценки или присланные задания, то мы увидели бы, что на него у нас учащиеся уже ответили. Следующий элемент, который мы можем добавить, ну, например, ссылка на какой-то интернет-ресурс. Например, сделаем ссылку на наш сайт Криро. Для этого добавляем гиперссылку, опять добавляем имя нашего ресурса, копируем, переходим на сайт ресурса и копируем эту ссылочку, вставляем. Ну, а вверху добавляем имя нашего ресурса. Сайт Криро. Также может быть описание этого ресурса. Дальше могут быть настройки. Ну, вот давайте настройки мы потом... Вот, да, можно здесь. Это будет либо во всплывающем окне, либо будет открываться автоматически в этом же окне, что может быть не совсем удобно. Поэтому, ну, я, как правило, настраиваю во всплывающем окне. И можем настроить даже размер окна, который будет открываться у нас в этом случае. При желании вы все настройки можете посмотреть и прощелкать вопросительные знаки. Ничего сложного нет в этих настройках. Все, в общем-то, интуитивно понятно. Сохраняем, и у нас появился еще один элемент. Элемент курса. Это при нажатии на эту ссылку, на элемент курса, у нас открывается во всплывающем окне, ну так, как вы настроите, во всплывающем окне или в том же окне, либо правой кнопкой мыши щелкните и откроете в новом окне, открывается у нас новый ресурс. Еще один ресурс – это мы можем добавить на нашу страничку файл, а если файлов очень много, то мы можем добавить папку. Ну, наверное, или несколько файлов, да, то есть классифицировать, и у учащихся будет возможность либо скачать папку полностью, либо скачать несколько файлов. Ну, давайте попробуем добавить папку. Уже по устоявшейся традиции сразу после имени стоит описание, и мы можем поставить галочку, если описание это будет отображаться для слушателей, или если мы галочку не ставим, то в описании, то для слушателей или для учащихся этот текст не будет отображаться. И вот здесь уже мы в папку добавляем файлы, которые берем там со своего компьютера, загружаем со своего компьютера в эту систему. Файлы будут доступны как для просмотра, так и для скачивания на компьютер учащемуся. То есть здесь мы можем и задания какие-то тоже давать, и потом через создание нового задания получать обратную связь для проверки. Ну вот сейчас мы добавляем несколько файлов в эту папку. И у нас получается папка.
Таким образом, коллеги, если пройти, то мы показали несколько элементов в нашем мастер-классе. Если пройти по элементам и ресурсов, то там их достаточно много, многие из них интересны. Например, есть возможность создавать лекции с элементами деятельности, когда после каждой лекции мы можем вставлять вопросы. Ответив правильно на вопрос, ученик продвигается для дальнейшего изучения лекции, и если он отвечает неверно на какой-либо вопрос, возвращается и читает материал самостоятельно еще раз. Есть возможность наладить обратную связь, есть возможность создать форум и чат, и с помощью чата и форума поддерживать интерактивное общение со своими учащимися. Таким образом, система Moodle позволяет создавать нам как фасилитируемые курсы, так и без участия, в принципе, преподавателя, как у нас сделано на открытых курсах. То есть слушатель самостоятельно заходит, регистрируется на курс, проходит его, все элементы, получается, выполняет все элементы курса, и в конце курса открывается доступ к тесту, к итоговому тесту, выполнив который, слушатель получает автоматический сертификат, который встроен у нас в систему. Таким образом, проходят курсы, вот в данном случае открытые курсы на нашем сайте. А другие курсы, где они идут по программе нашего дистанционного обучения, то многие из них проверяются преподавателем, и в случае успешного прохождения курсов аналогично идет зачет этого курса и потом получение документа о повышении квалификации, переподготовке или профессиональном обучении. Коллеги, на этом мы заканчиваем. Спасибо за внимание. Удачи всем в освоении системы дистанционного обучения Moodle.